Второй мастер-класс связан с объектом нематериального культурного наследия танцевальная традиция вычегодских коми Помоздинский шен. Мастер-класс проводят коллективы народный ансамбль «Радлун», танцевальная студия вдохновения Помоздинского дома культуры, Усть-Куломский район. Просим выйти, пожалуйста, наши уважаемые коллеги. Разрешите представить руководителей коллективов. Игнатова Валентина Васильевна, художественный руководитель Помоздинского дома культуры. Она же руководитель танцевальной студии вдохновения. Соколюк Валентина Владимировна, руководитель народного ансамбля «Радлун». Концертмейстер Куляшова Елена Вениаминовна. Консультант творческой лаборатории Пупышева Татьяна Трофимовна. Вступительное слово об объекте нематериального культурного наследия танцевальная традиция вычегодских коми Помоздинский шен предоставляется Соколюк Валентине Владимировне. Ну, я, как говорится, коротенько, минут на 40. Валентина, давайте я без него. Слышно меня? Да. Все, не нужен нам микрофон. Вот разве думали наши бабушки, прабабушки, что когда-нибудь мы со своим шеном попадем в реестр нематериального наследия Республики Коми? Никто ведь об этом даже и не думал, и не гадал. А вот получилось так, что мы теперь в 21 веке все еще танцуем наш замечательный танец шен. И он действительно стал самым настоящим живым наследием. И мы вообще преисполнены гордостью, что нам удалось сохранить, во-первых, этот танец, удалось его передавать нашим детям, нашим внукам, потому что этот танец танцует вот на моей только памяти уже 10 поколений, только на моей памяти. Каждый год какая-то новая группа учится танцевать этот шен. И так как этот шен у нас стал как бы народным танцем, то мы его уже теперь используем как флешмоб, сейчас очень модное слово есть, на нашей Успенской ярмарке, которая с 2006 года идет уже как большой районный праздник. Так что, пользуясь моментом, приглашаю всех побывать у нас 28 августа на Успенской ярмарке, где как раз вот этот вот танец шен мы танцуем как флешмоб на улице со всеми желающими, кто хочет научиться танцевать его. Ну, как говорится, немножко из истории. Вы знаете, что шен слово... Вообще спрошу, что означает слово шен? Кто знает? Правильно, переходы, цепочка. То есть, когда мы меняем руки и со своими партнерами, как бы здороваясь, переходим в какую-то цепочку, хороводную цепочку. Это от французского слова. И еще вот сюда хочется заметить, что после того, как Наполеона победили в 12 году, 1812 году, то к нам в район привезли военнопленных французских. Они строили у нас Екатерининский канал. Есть такая деревня, Канава называется. Этот канал до сих пор еще жив, правда зарос, но он еще есть. И также у нас есть деревня, называется Великополье. Вот туда также пригнали этих пленных, и они там немножко обжились, и когда они приехали, это уже как легенда, когда они туда приехали, привезли их, они увидели вот это большое поле на высоком взгорье и воскликнули «Великополье!». И получилось Великополье. Вот такая легенда красивая, как бы она идет оттуда, от французов. А французы танцевали что? Кадриль французскую. Вот эта кадриль постепенно переросла в наш шен, потому что элементы кадрили были взяты оттуда, с французской кадрили, вернее элементы шена. И теперь это наш помоздинский коми-танец, потому что коми-люди его переняли, наши зыряне, и стали его танцевать как свой танец. Французов-то подавно уже нет, а коми-то остались. Вот и получилось, что теперь этот танец чисто коми и чисто помоздинский. Мы говорим, что он наш помоздинский. Хотя, оказывается, его танцуют в нашем Кусте почти везде. И в Пожиге, и в Вольдине, и в Скородуме. Это наши деревни нашего Куста. Везде его танцуют, но у каждого свой подход к танцу. Кто-то фигуру так танцует, кто-то фигуру этак танцует. Но в то же
время танец не потерял своей прелести и своей нужности, своей вот этой вот, как это слово-то? Напомните мне. Актуальности. Вот видите, как хорошо мы активно вместе работаем. Ну, еще хочется сказать о том, что вот сохранение этого танца, как же получилось, что он сохранился до сих пор. Вы все знаете, что ваш колледж носит имя кого? Чисталева. А Чисталев кто? Он наш земляк. Вы этого не знаете? Он наш земляк, наш знаменитый земляк. Он родился в селе Помоздино. И вот он, когда писал свою драму, ну и вообще там знаете, наверное, все, да? «Выданье невесты». Вот когда он писал эту драму, тогда он начал собирать вот этот фольклор. Все, что в народе пелось, что танцевалось. И вот все, что собрал, он объединил. И именно танцевально-песенную часть, такую основную веселую часть, которую называют колип. Колип — это вечерка у невесты, последняя вечерка перед замужеством у невесты. Вот он, значит, собрал все это воедино, и туда же попал вот этот танец шен. А этот танец, конечно же, ему рассказали про этот танец наши прабабушки, наши бабушки, прабабушки, прадедушки, которые с удовольствием его, оказывается, танцевали. Моя вот Уджидмам, моя бабушка Уджидмам, да, она рассказывала, что они собирались и с удовольствием танцевали вот этот танец, и выбирали дом всегда, самый большой, дом, в котором много места. Потому что на маленьком месте они не могли бы танцевать его, потому что пар собиралось много, и все могли встать, и все могли танцевать этот танец. Вот, это как бы из истории. И благодарность нашему Чисталеву, нашему Тимовеню, этот танец сохранился. И еще он сохранился. Почему? Потому что во время войны, когда женщины остались почти одни, мужики-то все ушли на войну, очень многие пали на этой войне. А женщинам, вот где-то 41-42 год, когда уже чуть-чуть как бы тронулся лед, и мы начали идти и гнать немца, вот тогда женщины тоже воспряли духом, стали собираться вечерами у себя где-то или у кого-то, и точно так же делать войпук. Войпук — это посиделки. И на войпуке они опять стали потихонечку вот это вспоминать, то, что было начато еще в 1936 году Тимовенем. Он как бы все это вспомнил, дал вот этот толчок, и они тоже начали вспоминать это все. И опять дальше пошло движение. Пошли старинные наши песни, наши красивые хороводные, кадриль помоздинская, которая тоже, кстати, очень красивая, и шен. И шен опять же пошел. И вот я всегда говорю, благодарность нашим предкам, что они сохранили. И теперь наша заслуга будет в том, если мы сумеем вот этот шен оставить и передать нашим детям, нашим внукам. Мы будем рады. Танец, по сути дела, очень простой. В 1976 году приезжал к нам Игорь Скляр. Он собирал вот эти все танцы, о чем уже было говорено сейчас очень много. Вот. Он тоже общался со всеми нашими бабушками, которые еще помнили, танцевали. Тоже все записано в книге от А до Я. Все очень хорошо. Но, что самое важное, мы танцуем этот шен точно так, как танцевали наши бабушки. Мы даже, может быть, по скляровской книге не танцуем. Вообще сам шен и сам танец верхней вычегды, а мы живем на верхней вычегде, сам танец очень такой сдержанный, очень скромный. Никогда в танце как бы не старались прямо ярко выразить свои чувства партнеры. Они очень сдержанно себя вели, но дело в том, что они во время этого танца подбирали себе партнера. Ну как и везде, как и да, в вашей ударе то же самое ведь. Просто у вас немножко ярче все это происходит, а у нас чуть-чуть сдержаннее, чем у вас. Но в то же время очень весело и, как говорится, задорно. И как раз вот появились первые гармошки, которые тоже пришли с Руси с гармониками, потом и гармонисты появились. И у нас танец, в отличие от вас, вы поете в омгору, а мы танцуем под гармошку. И мы не поем, хотя вот я уже услышала, что в Пожеге у нас озвучивают каждую фигуру, да. Песенную фигуру озвучивают. У нас этого нет. У нас не озвучивается, у нас просто танцуется шен, фигура за фигурой. И даже не объявляется. Это только в кадриле объявляется фигура, а в шене мы ничего не объявляем. Вот. И я думаю, что сейчас вы посмотрите, и мы с вами вместе тоже потанцуем, как и это было. Итак,
Благодарим вас, Валентина Владимировна. И сейчас начинается практический показ Помоздинского шина. Гуляйте, сиче задоволили, зон молодечі шуча та й молила, радечки не була, дані не відхожна, не тіче разки не відлада, до нагожін вая, до нагожін кожін, та кумать та китай, та кумать секе окнашта, китайка.